Как давно вы работаете в детском Я саду? в педагогике 2 года. Очень нравится работать с детьми. Постоянно получаешь такой заряд бодрости, положительные эмоции. А здесь у нас самый быстрый уже ждет. Да, я быстрый. А я тоже. Дети у меня учатся в 5-6 классе, мальчик, девочка. Веселые, озорные, как все дети. Я очень много времени провожу с домашними питомцами. Вот у нас 2 немецкие овчарки. Как-то так получилось, что мы начали заниматься разведением. Ходим на прогулки. Все время, получается, посвящаешь заботе о своих питомцах. А часто меняли свой имидж, стиль? Часто. Мне постоянно хочется перемен, изменений. Когда у меня обнаружили болезнь, мне пришлось делать химиотерапию, и 4 раза я, получается, была без волос. Сейчас у вас короткая стрижка. Да, сейчас у меня короткая стрижка. Вам, кстати, очень идет короткая стрижка. Главное подобрать красивую форму и нужный цвет волос. Да, спасибо. Я надеюсь, что мне помогут. Обязательно поможет. Что вы ощущали, когда услышали в первый раз о своей проблеме? Конечно же, боль, непонимание, непризнание всего этого. Что именно помогло вам победить болезнь? Во-первых, я даже не ожидала, что я так важна для многих людей. Постоянно переживали за меня. И мне это помогло. Я начала сама другим помогать. Это как-то изменило вас? Да, я даже признательна в какой-то мере своей болезни, что она меня многому научила, я стала другим человеком. У меня совершенно другие мысли. Сама просто я чувствую, что я не смогу так измениться. Мне нужна помощь специалистов. Именно профессиональная, фирменная красота вам нужна, да? И поэтому я посмотрела передачу, мне очень понравилось. Вы знаете, после того, когда я узнала, что я заболела, я решила, что когда-то я стану самой красивой, самой здоровой, самой счастливой. И всем это скажу. Что я хочу сказать, Эльмира Ханум, как раз сейчас пришло именно это время, когда вы станете совершенно другой, и я уверен, вам понравится. Не знаю, какой была Эльмира раньше, но сейчас это бодрый, энергичный человек, который просто хочет жить. А мы постараемся сделать для нее сегодня настоящий праздник. Рада вас видеть, Эльмира. Эльмира, я знаю, что вы в своей жизни очень много экспериментировали и с цветом волос, и со стрижками. Интересно, что вы ждете от нас? Я очень много экспериментировала сама, а сейчас я хочу положиться на вкус профессионалов. Вы знаете, я хочу вас похвалить, вы хорошо выглядите. И несмотря на то, что у вас стрижка отросла, да, скорее всего, вы готовились к проекту, у вас много платьев. Но если вы хотите выглядеть немного стройнее, чем вы есть, то я бы отдавала предпочтение платьям-футлярам. По цветам это холодные оттенки, что в макияже, что в одежде. То есть что такое холодный оттенок? Красный тоже может быть холодным, да, если в нем присутствует синий подтон. Если вы научитесь различать эти нюансы, то в принципе вам будет проще. И, конечно, мы поэкспериментируем с формой стрижки и с цветом волос, так что готовьтесь к сногсшибательному результату. Я готова. Владимир, ты уже познакомился с Эльмирой, посмотрел на ее структуру волос, и мне бы хотелось услышать твое мнение. Халиде, знаешь, хотелось бы поднять такую тему про пигменты. Потому что все люди думают, что пигмент это очень легко, что его легко вывести бытовым красителем. Но я бы не сказал, потому что самое главное, пигмент очень непредсказуемый. И не всегда являемый цвет, который есть, быстро выводится. Хотелось бы сегодня сделать посветлее нашу героиню, да? Насколько волос позволит и пигмент поддастся красителю, но будем стараться и сделаем более красивый, благородный оттенок. Я так понимаю, когда речь идет о пигментах, мы говорим об осветлении, правильно? Да, да. И я бы советовал женщинам за 30 держаться все равно более в светлой гамме, потому что темные тона очень сильно подчеркивают мимические морщинки, усталость. И я приложу все усилия, чтобы сделать сегодня благородный светлый цвет.
Аня, предлагаю сегодня поговорить про глаза. Как известно, у всех своя форма, своя глубина века. И мне бы хотелось услышать от тебя рекомендации для женщин с различными формами глаз. Да, действительно, не каждый макияж подходит любой женщине. При определенной форме глаз нужно выбрать свой макияж, который больше всего подходит именно вам. Поэтому в данном случае я бы хотела порекомендовать макияж, который вытягивает форму, да, то есть не делает глазки круглыми, а более вытянутыми, то, чего мы все, в принципе, добиваемся всегда. Поэтому сегодня я постараюсь при помощи макияжа немного приподнять визуально глаз, открыть его таким образом, затемнив внешний уголок, и таким образом форма вытянется. Я надеюсь, что глаза нашей героини сегодня будут распахнутыми, и все получится так, как ты задумала. Сегодня мы провели отличный день в обществе Эльмиры, и пришло время подвести итог. И что же у нас получилось? Увидим прямо сейчас. Готовы? Да! Поехали! Я еще никогда не видела такую красивую Анашку, хоть она и так красивая, но сейчас стала еще красивее. Классная прическа, да? Да. Мне тоже нравится. Помолодела? Помолодела. На сколько лет? Ну, я бы ей сказала лет 30-35. Помолодела. Похудевшая такая почему-то. Я не знаю, почему она так похудела. У нас такая передача. Делаем пластическую операцию. Сегодня Тизе выглядела очень очаровательно. Это был наряд на 100 баллов. Тизешка сегодня сногсшибательная, она всех нас поразила. Она была сегодня очень красивый наряд, прическа. Мы были в восторге. Я даже не ожидала, что Анашка будет сегодня такая красивая, особенно ее платье и стрижка. Спасибо вам. Ну, все вот так вот, все меньше слов уже. Мне с вами было очень комфортно. Я почувствовала себя намного увереннее. Спасибо вам. Мне тоже очень комфортно было. Спасибо.